Неожиданное заявление сделал министр национальной экономики. Тимур Сулейменов сообщил, что столь стремительное падение тенге неоправданно. По оценке чиновника, нацвалюта должна стоить дороже. Впрочем, министр считает, что на стоимость продуктов рекордно дорожающий доллар значительно не повлияет. Казахстанцы уже начали считать, насколько подорожали продукты после падения тенге. Увеличение цен заметили практически все население, конечно, связывает это со скачками на валютном рынке. Впрочем, чиновники и не пытаются что-то отрицать. Правда, заявляют, доллар не такой уж влиятельный, основными продуктами страна якобы обеспечивает себя сама. Курс, да он будет влиять. Будет ли он влиять значительно? Скажу, что нет. Почему? Потому что на 80% мы сами себя обеспечиваем. Таким образом, поменялся, условно на 20% курс и на 20% поменяются цены на товары, такой прямой корреляции не должно быть, заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Накануне министр уже предлагал казахстанцам последовать его примеру и ходить на базары, где и выбор больше, и цены приятнее. Так можно пережить финансовую бурю. Сулейменов, очевидно, рассчитывает, что шторм утихнет, ведь доллар, по его словам, растет из-за нервозности на рынке. Меньше паники, дороже тенге. Это ясно, что этот вопрос такой психологический, политический санкции и определенного нервного влияния рынка на возможный эффект. Фундаментально тенге стоить столько не должен, по нашей модели, добавил министр. Что касается антироссийских санкций со стороны США, о которых сейчас так много говорят и со страхом ждут, то в нашем правительстве заверили, на этот случай есть план. План действий большой, я не могу о нем много говорить, потому что там есть часть закрытых вещей, но тем не менее он однозначно включает в себя вопросы, связанные с поддержкой тех отраслей и тех предприятий, которые, если вдруг пойдет все не так, будут наиболее подвержены. Такой документ есть, говорит Тимур Сулейменов. По словам министра, скачка инфляции в этом году не ожидается. Но она, очевидно, достигнет верхней границы установленного коридора в 7%. А вот что будет в следующем, уже понятно. Буквально на днях глава Нацбанка предупредил правительство. Нужно готовиться к серьезному росту цен. По прогнозам Данияра Акишева, тенге продолжит слабеть на фоне антироссийских санкций.